В эфире «Итоги дня» расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Верхоянском районе продолжаются восстановительные работы. Помощь жителям оказывают 60 бойцов студенческого строительного отряда. Они проводят откачку воды и просушку объектов. В Якутске к отправке в зону СВО готовятся бойцы очередного отряда «Ботур». Для этого они проходят жесткую подготовку сразу по нескольким направлениям. Нерюнгринцы приняли активное участие в конкурсах, посвященных природе и защите окружающей среды. Узнаем, как это было. В местности Усть-Хатын прошел ежегодный фестиваль дальнобойщиков. В этом году мероприятие приурочили к юбилейной дате. 15 августа в Якутске пройдут межрегиональные скачки за звание абсолютного чемпиона. За главный приз поборются кобылы и жеребцы 3 лет, рожденные в Якутии. В Верхоянском районе в восстановительных работах после паводка задействовано 119 человек, включая бойцов студенческих отрядов. Помощь жителям оказывают в том числе 60 бойцов студенческого строительного отряда. Они проводят откачку воды и просушку объектов. Комиссии продолжают обследование и оценку причиненного ущерба. В район доставлено свыше 36 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, питьевую воду, одежду и предметы первой необходимости. А для детей и маломобильных граждан организован отдых и реабилитация. В республике продолжается работа комиссии по оценке ущерба и сбор пожертвований для пострадавших жителей. В Якутии продолжаются работы по тушению лесных пожаров, общая площадь которых превысила 1 миллион гектаров. Сегодня к борьбе с огнем привлечены 472 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки обнаружены 3 новых очага на территориях Жиганского и Мирнинского районов. Одновременно с этим в Алданском, Алекнинском и Оленёкском районах полностью ликвидировано 3 лесных пожара. Общей площадью 1661 гектар. Хочу отметить, что в ряде районов сохраняется и может отмечаться задымленность. Это в Вилюйской группе районов из-за действующих лесных пожаров в зоне контроля. На территории республики продолжает действовать режим ЧС регионального характера, который введен с 10 июля на территории всей республики. По отдельным муниципалитетам действуют режимы чрезвычайной ситуации. Это Мирнинский, Оленёкский, Нюрбинский и Среднеколымский. В Якутии продолжают действовать временные меры по ограничению розничной реализации топлива. В филиале Якутской нефтебазы установлены суточные лимиты на бензин АИ-95 для всех, за исключением экстренных служб. Временно приостановлен отпуск бензина АИ-92. Тем не менее, большая часть из 182 автозаправочных станций, в том числе АЗС, в селе Синск, работают в штатном режиме. Ведется ежедневная работа с федеральными органами для стабилизации топливного рынка. Северный завоз навигации 26 года идет в плановом режиме. Все установленные графики перевозки грузов для арктических и северных районов выполняются. Перевозка нефтепродуктов, угля и других жизненно важных грузов осуществляется без срывов. По реке Амга весь запланированный объем 10 тысяч тонн полностью отгружен и доставлен будет с 14 июня. По реке Яна танкер «Гиперион» с нефтепродуктами находится на баре. Ведется распаузка для доставки грузов в Нижнеянск и Усть-Куйга. С начала навигации в Якутию доставлено 413 тысяч тонн грузов, что составляет 40% от общего плана. Всего отгружено более 1 миллиона тонн, из которых свыше 593 тысяч тонн предназначено для обеспечения нужд республики, жизнеобеспечения и производственные задачи. Глава Якутии Арсений Николаев отметил, что в течение августа планируется стабилизировать ситуацию с поставками топлива, чтобы существенно снизить действующие ограничения. На форуме «Арктика. Регионы» эксперт Надежда Филиппова предложила создать в Арктике сеть транспортных кластеров для решения проблем дефицита инфраструктуры. В Якутии базой для такого научно-логистического центра может стать станция «Остров Самойловский» в дельте Лены. Проект предполагает создание единой системы, объединяющей транспорт, связь, жилье и сервис, что позволит обеспечить круглогодичную доступность в радиусе 500 километров и в 2-3 раза ускорить реагирование на чрезвычайные ситуации. В будущем модель планирует масштабировать на всю арктическую
большую зону России от Мурманска до Чукотки. Глава республики Айсен Николаев посетил поселок Махсагалу Хангаласского улуса. Илдархан встретился с коллективом производственного объединения «Якутцемент» и поздравил заводчан с Днем строителя и 55-летием предприятия. Подробности визита в материале Виолетты Засимовой. В 1970 году среди якутской тайги забило сердце нового промышленного гиганта. Уже через год республика праздновала выпуск первого местного цемента. Так началась история Якутцемента. В рамках юбилейной даты на завод прибыл глава региона Айсен Николаев, где первым делом посетил смотровую площадку погрузочно-разгрузочных работ. Затем Илдархан осмотрел производственные печи и побывал в центральной диспетчерской. Его сопровождал управляющий директор Алиш Мамедов. В ходе визита он озвучил впечатляющие цифры. За полвека с лишним завод выпустил более 15 миллионов тонн цемента и свыше 30 миллионов тонн щебня. Следующая точка маршрута – новый корпус Махсагаловской средней школы. Именно Якутцемент построил это здание и ввел в эксплуатацию в январе прошлого года. В актовом здании развернулась торжественная часть праздника. Спасибо воспитателям, учителям в нашей школе. Вы воспитали половину работников завода, выходцы нашей школы. Мы это точно знаем. И первые мои замы, и механики, и энергетики. Спасибо за ваш труд. Всех Днем строителя! Сегодня на заводе трудятся 730 человек. Коллектив молодой, средний возраст всего 42 года. Айсен Николаев поблагодарил заводчан за труд и подчеркнул, местный цемент станет основой для стройки ключевых объектов Кигра-Манчары, которые пройдут в Хангаласском улусе в 2029 году. Уверен, что Якутцемент обязательно внесет свою лепту и в этот вопрос, и в строительство объектов, конечно же, Якутцемент обязательно будет задействован. Это Сергей Геннадьевич и Николай Владимирович, я для вас говорю. Так что вы это... Особые почести в этот день ветеранам производства. Из рук Илдархана награду получил глава трудовой династии Николай Челиков. Сегодня на заводе работают 5 его детей. Сам он приехал в Якутию из Иркутской области в год выпуска первого цемента и посвятил предприятию 43 года жизни. Говорят, что приезжают на север, там за туманом или что-то. Ну, мы по зову сердца приехали. И вот уже 55 лет здесь. Хоть и для крупной промышленности Якутцемент завод молодой, но планы у него масштабные. Главная планка на ближайшее будущее – достичь объема производства в 600 тысяч тонн цемента в год. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В программу капремонта Якутии на этот год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» включено 460 многоквартирных домов. На текущий момент законтрактовано 54% объектов, а в 56 домах работы уже завершены. Для ускорения темпа фонд капремонта облегчил условия для подрядчиков, снизив требования к обеспечению заявок и контрактов. Для сравнения, в прошлом году в республике был выполнен ремонт в 132 домах на сумму более миллиарда рублей. Арктическая торгово-логистическая компания начала закупку дикоросов у жителей северных районов Якутии через сеть торгово-логистических центров. Всего планируется заготовить до 10 тонн ягод, которые будут переработаны в продукцию под брендом «Арктик Вкус». Расчет с населением производится наличными или по системе бартера на продовольственные товары. На данный момент сеть центров, созданная по поручению Айсена Николаева, действует во всех 13 арктических улусах республики, обеспечивая закупку и промышленную переработку местного сырья. Волонтеры Саха из Москвы налаживают дружбу со столичными добровольческими сообществами. К их акции по помывке инвалидных колясок для военных госпиталей Центрального региона присоединился отряд «Добрые совы». А серебряные волонтеры Москвы не только помогли делом, но и написали теплые пожелания раненым бойцам из Якутии. Движение «Волонтеры Саха» тесно сотрудничает с московским оперштабом комиссии «Вместе к победе». А впереди новые совместные акции и мастер-класс по изготовлению противоминных флажков в санаторий без Чагда. Мы дружим очень с якутскими волонтерами. Мы вместе на различных мероприятиях принимаем участие. И вот девочки, наши якутяночки, предложили поучаствовать в таком мероприятии. Мы не отказались, собрали команду сразу же. Сейчас мы очень часто помогаем бойцам. У нас есть люди, которые
постоянно плетут маскировочные сети, делают накидки для бойцов, заливают свечи, носилки. А многие из наших добрых сов помогают еще и в госпиталях. С добрыми совами в дальнейшем будем работать, поддерживать наших ребят. Будем у них получать курсы военных психологов каких-нибудь. И постараемся дальше сотрудничать, работать и больше знакомиться для достижения целей специальной военной операции. В Якутске к отправке в зону СВО готовятся бойцы очередного отряда «Ботур». Для этого они в течение месяца проходят жесткую подготовку сразу по нескольким направлениям. Тренировки проходят ежедневно, чтобы из неподготовленных гражданских создать настоящих военнослужащих. Одно из таких занятий посетила моя коллега Саргалана Неустроева. 5 дней в неделю с утра до вечера. График подготовки ботуров больше похож на расписание спортсменов перед соревнованиями с одной важной оговоркой. Эти навыки спасут бойцам жизнь на передовой. Отправляя на СВО необученных людей, мы предаем их, отмечают инструкторы центра. Качество важнее количества, потому что современная война требует очень много физических усилий. Сами сейчас все знаете, да? Беспилотные летательные аппараты, новые технологии. Поэтому от человека требуется очень максимально физическая нагрузка и чтобы концентрация была у человека. В программе тренировок тактическая медицина, огневая и инженерно-саперная подготовки, а также специальная военная тактика. Самым важным навыком инструктора отряда считают способность оказать первую медицинскую помощь себе и своим товарищам. Уж поверьте, они знают, о чем говорят. Инструкторами являются люди, ветераны, которые прошли сами через зону боевых действий, бывшие ветераны с боевым опытом. И сертифицированные, которые проходили обучение именно для того, чтобы инструкторами стать. Важно отметить, многие бойцы этого отряда не имели опыта боевых действий. И все же они с готовностью принимают свой долг ради одной цели – защитить своих родных. Я пришел помочь ребятам, и много кто уже находится на территории ДНР, ЛНР. Высокая цель – долг родине, отчизне. И чтобы эти товарищи не доставали дальние территории Российской Федерации. Навыки, приобретенные здесь, станут главным фронтовым преимуществом якутских воинов, а переданный опыт ветеранов – их надежным щитом. Уже больше 40 отрядов «Ботур» было отправлено в зону боевых действий. Это тоже держит курс на передовую, где бойцов ждет главный бой. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Креативный кластер «Квартал труда» стал крупнейшей творческой экосистемой Дальнего Востока, объединив 230 резидентов в сферах кино, IT, дизайна и медиа. В этом году, объявленном в Якутии годом культуры, площадка развивает уникальные проекты от анимации студии «Тундра» и архитектурных решений бюро «Номадан» до цифровых двойников арктических поселений от Аугики. Важным этапом стало внедрение искусственного интеллекта в работу библиотек, а опыт республики в создании цифровых сервисов уже масштабируется на федеральном уровне. Нерингринцы приняли активное участие в конкурсах, посвященных природе и защите окружающей среды. Заявки могли подать и взрослые, и дети. Организаторы наградили всех участников и вручили призы победителям. Подробности об этом далее в сюжете. В Нерингре подведены итоги 2 ярких и социально значимых конкурсов. Первый конкурс организаторы посвятили рекам Южной Якутии. Боремся не только за то, чтобы получать максимальную выгоду от природных ресурсов, но также бережно относимся к природе и хотим сохранить чистоту наших рек. Поэтому и возникла такая идея организовать конкурс стихотворений о наших нерингринских реках. Участники представили собственные стихотворения о реках Нерингринского района и красочные фотографии, демонстрирующие красоту нашего северного края. И неудержимо, неуклонно, как бывало испокон веков, мчит он свои воды до Темптона. А рыбалка там, будь здоров. Второй конкурс плакатов «Берегите лес от пожаров». Работы участников будут размещены на баннерах на территории района. Всего поступило 18 заявок от детей, взрослых и команд. Нам на работе сказали, что объявлен конкурс, и нам предложили, кто умеет рисовать хорошо. И
и я сказала, что я умею рисовать. И я нарисовала, и вот я заняла первое место. После торжественного награждения призеров и победителей прошла увлекательная лекция о реках Южной Якутии, о редких животных, о легендах и особенностях истории края. Красиво, красиво. И когда там отдыхаешь на природе, иногда посмотришь, вот. Ну и уже такая стихоплетская привычка, начинаешь эти метафоры, такие красивые словосочетания подбирать, а к ним уже и рифмы, ну и так далее. Взрослые и совсем юные нерюнгренцы показали в своем творчестве всю красоту якутской природы. А их стихи и рисунки вдохновляют на любовь к родному краю и прививают ответственность за его будущее. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутске продолжается серия дворовых праздников. На этот раз веселое событие объединило жителей строительного округа. Чем удивили юных горожан и сколько еще таких мероприятий пройдет до конца лета, расскажет Анастасия Пуляева. Серия ярких встреч под общим названием «Наш дружный двор» охватывает самые густонаселенные участки города. В этот раз площадка развернулась во дворе по улице Пионерской. В основном такие праздники у нас обхват детей, более 50 детишек участвуют, так как где по многоквартирным домам, 9-этажным, 16-этажным, там очень большое количество. Вот, как видите, сегодня тоже очень большое количество детей у нас в 17-м квартале, так как охватывает большой район. Программа у праздника была насыщенной. Веселые старты, творческие номера, конкурсы и флешмобы. Кульминацией события стала пенная вечеринка, которую дети ждали с особым трепетом. Очень хорошо, потому что это дает нам какой-то вайб. Здесь еще будет пенная вечеринка? Да, я жду пенную вечеринку. Мне все очень нравится, вот тут очень весело. Участвовали в конкурсах, может, каких-нибудь? Да, мне чупа-чуп ждали. Дворовые активности объединили не только детвору, но и старожилов района. Для местных жителей такие встречи – хороший повод пообщаться с соседями и вспомнить былые времена. Я здесь с 1986 года жила. И у нас очень часто проводятся праздники. И вот этот праздник сегодня тоже очень нас радует. И я надеюсь, что мы еще встретимся в других детских площадках, которых новоселами уже. Организаторы отмечают, что не планируют останавливаться на достигнутом. В строительном округе планируется провести еще минимум 4 праздника. Если говорить про остальные районы, то у детского подросткового центра и управ не менее насыщенные планы на оставшиеся недели лета. Буквально на той неделе мы выезжаем в пригород Тулагина. И у нас ко дню российского флага у нас во многих округах параллельно будем мы выезжать и организовывать подобные праздники. И, конечно же, в этом году у нас очень большие планы охватить за последний месяц лета, охватить около 50 праздников в нашем городе. Совсем скоро праздничный марафон переместится на другие площадки, а значит, во многих дворах еще не раз прозвучит музыка и детский смех. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. Ежегодный фестиваль авторской песни «Берег дружбы» в этом году не состоится из-за отсутствия финансирования и требований безопасности. Организаторам не удалось сформировать бюджеты из традиционных источников, республиканских, районных и спонсорских средств. Несмотря на 20-летнюю историю и широкую известность в России и за рубежом, в текущем году было принято непростое решение об отмене традиционной встречи на берегу реки Алдан. По большому счету, это нехватка денег. Есть определенные моменты, связанные с техническим проведением этого мероприятия, но основное – это бюджетные ограничения, в которые мы вступили. У нас есть мероприятия, которые мы должны обязательно проводить под наших детей. Мы приняли решение, что нам лучше эти деньги, если они были, направить на отдых наших детей. Мы не отказываемся от «Берега дружбы», он будет проводиться. Нужно искать или спонсоров, которые бы проводили этот «Берег дружбы», или же наши возможности в следующем году. В местности Усть-Хатын прошел ежегодный фестиваль дальнобойщиков. В этом году мероприятие приурочили к юбилейной дате 10 лет с начала работы Ассоциации дальнобойщиков республики. Подробнее о фестивале и его участниках в сюжете далее.
Юбилейный фестиваль собрал десятки водителей большегрузных машин самых разных марок и моделей со всей республики. Для участников подготовили 2 ярких события. Так, впервые прошли соревнования для дальнобойщиков не старше 35 лет. Я буду участвовать в спортивном состязании, где будет метание колес, метание кувалды, пауэрлифтинг и бег на 200 метров. Я думаю, покажу хороший результат в беге, а также метании кувалды. По подготовке я себя оцениваю на 10 баллов, но не уверен, так как среди участников будет очень много конкурентоспособных ребят. Ярким событием фестиваля стал конкурс «Трак-тюнинг», в ходе которого оценивался вид грузовика. Все от фар и ночного света до колес, дисков и внутреннего обустройства салона. Среди прочего проверяли и техническое состояние транспорта, которое зависело как от частоты обслуживания, так и пробега, который разнился от водителя к водителю. Был везде, в республику везде отъездил. А в России, да, тоже почти везде, до Москвы, Дальний Восток. С Владивостока на Москву, с Москвы на Якутск, туда и обратно. Это 21 тысяч, да? Все в машине, да, в машине живешь, едешь, работаешь. Говоря о быте дальнобойщика, поездка из пункта А в пункт Б иногда занимает не один день и даже не неделю. Поэтому машина становится практически вторым домом для водителя. Бывает, зимники ездим, месяц дома не бываем, и приходится жить в машине. То есть машина это дом, это как квартира, но это кровать, это холодильник. Можно поесть все, чайник, плитка, все с собой, зимой. Несмотря на тяжелую работу, которая идет в любую погоду и время суток, за каждым водителем стоит семья. Семья поддерживает, всегда поддерживает семья. То есть они знают, как их отец работает, ждем зимника. То есть, основная работа у нас идет зимой, Получается, после Нового года мы едем на зимник и там же работаем, месяцами дома не бываем. Семья привыкла, поддерживает. Юбилейный фестиваль дал возможность участникам не только посостязаться в разных специальных дисциплинах, но и обменяться опытом и просто пообщаться с коллегами по цеху. Тимур Калмогоров, Нургун Старостин, Якутск. 30 августа в якутском ЦСП «Триумф» пройдет международный турнир по профессиональному боксу «Вызов Севера», впервые организованный при поддержке Международной ассоциации бокса. Почетными гостями вечера станут президент ассоциации Умар Кремлев и певец Егор Крид. В программе 6 профессиональных поединков, в том числе бой якутянина Михаила Варламова с чемпионом Мексики Аароном Маркесом и возвращение на ринг Петра Васильева. Главным событием турнира станет противостояние россиянина Александра Хохлова и Майкла Кинга из Конго. 15 августа в Якутске пройдут межрегиональные скачки. В программе соревнования по конной стрельбе из лука, а затем кульминация сезона скачки на приз дерби. За звание абсолютного чемпиона, за главный приз поборются кобылы и жеребцы 3 лет, рожденные в Якутии. Кроме того, дебютанты разных возрастов будут бороться за другие трофеи. Кубок Майлеров, приза памяти Пинигина и Хахырова, приз в честь года культуры и от Федерации конного спорта республики. Участие примут жокеи 7 районов региона и 33 скакуна. Сегодня идет активная подготовка к скачкам. Организация проходит хорошо, все уже практически готово. Это за месяц до скачек. Тут уже на ипподроме Агату все готовят, все делают. А тренинг лошадей проходит ежедневно. Будут участвовать практически со всех улусов. Это Мегино-Кангаласский улус, Амгинский, Татинский, Чурапчинский улус, а также Намский улус. И даже я вам бы хотела сказать, что приехали из очень далекого места, с Алекминского улуса. Новости этого дня завершены, но для меня этот выпуск особенный, он последний. Спасибо вам, дорогие зрители, за доверие, за эти годы вместе. Спасибо моей творческой команде и Якутии за все, что стало частью моего профессионального пути. Желаю вам только добрых новостей, здоровья и всего самого хорошего. С вами была Дарья Короленкова. Всего доброго и до свидания.